Avstriya Respublikasyna saparynyň çäklerini Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz energetika we howa boýunça halkara Wien forumuna gatnaşmak üçin forumuň geçirilýän yeri bolan Hofburg köşküne geldi. Bu ýerde Gahrman Arkadagymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat öýtüşi boýunça guramasynyň baş direktori Gerd Müller hemde Avstriya Respublikasynyň Ýewropa we halkara işleri boýunça federal ministri Beate Mail Reisinger mehirli garşyladylar. Şu gebekki forumuň gün tertibine ýaşyl ykdysadyýeta geçmegiň mümkinçilikleri, häzirki geosiýasy şertlerde energetika howpçylygy bilen baglanyşykly meseleler girdildi. Forumuň başynda Avstriya Respublikasynyň federal prezidenti Alexander van der Bellen foruma gatnaşylara sanyl gomarkaly ýüzlenip, onuň üstünlikli geçmegini arzu etdi. Soňra forumda Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz çykyş etdi. Уважаемая госпожа модератор, спасибо за предоставленное слово. Уважаемые главы и члены делегации, дамы и господа, прежде всего выразить глубокую благодарность федеральному президенту Австрийской Республики, его превосходительству, господину Александру ван дер Беллену, генеральному директору ЮНИДа господину Герду Мюллеру и федеральному министру европейских и международных дел Австрии госпоже Беате Майл Райзингер за приглашение в Международном Венском энергетическом климатическом форуме. Столь представительный состав нынешнего форума свидетельствует о высокой заинтересованности государств мира к решению актуальных вопросов климатической и энергетической повестки дня. Туркменистан, являясь активным членом международного сообщества, вносит свой вклад в реализацию как широкомасштабных, долгосрочных стратегий и программ Организации Объединенных Наций в области энергетической устойчивости и обеспечения климатического благополучия. Уважаемые участники, нынешний форум проходит в сложное для мира время, и одним из наиболее уязвимых сегментов глобальной повестки является энергетика и климат. И будучи одним из мировых лидером по запасам углеводородов, крупным производителем и экспортом энергии, Туркменистан проводит ответственную и последовательную политику с целью созидания надежных политических, международно-правовых и практических предпосылок и гарантий для взаимовыгодного, равноправного, многостороннего партнерства в этой сфере. Сегодня, основываясь на серьезном предыдущем опыте и объективном анализе текущих процессов, мы предлагаем ряд практических мер, направленных на оздоровление и стабилизацию энергетических реалий перехода к осмысленному и дальновидному диалогу. Первое. Туркменистан вновь обращает внимание на выдвинутую им инициативу разработки стратегии глобальной безопасности. Напомню, что ее главным содержательным концептом является неделимость и взаимосвязанность различных аспектов безопасности, среди которых энергетическая безопасность выступает одной из ключевых. Второе. Туркменистан призывает к полной и гарантированной деполитизации энергетического пространства. Излишне говорится о том, что насколько выдвижение политических условий тормозит устойчивое развитие и, конечно же, не имеет ничего общего с экономической целесообразностью. В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос о разработке под эгидой Организации Объединенных Наций энергетического кодекса, который бы четко отражал неприятие, отказ от поляризации отношений в этой сфере. Третье. Предлагаем объединить усилия по практической реализации предложений нашей страны о создании универсального международного правового документа Организации Объединенных Наций, направленного на глобальное сотрудничество в энергетической сфере, на
новых принципов, и в том же числе регулирующего вопроса, как производство, транзит и потребление энергоносителей. Вот в данном контексте Туркменистан выступил автором уже 3 резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о надежных поставках энергоносителей, получивших единогласную поддержку государств, членов при солидном количестве ко-спонсоров. Это хорошая основа для дальнейшей совместной работы. Развивая деятельность в этом направлении, наша страна представит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции. Это ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития. 4. Призываем обеспечить свободный, стабильный и недискриминационный доступ к энергии. Это не привилегия, а естественное и законное право любого народа и государства, вне зависимости от его размера, политического устройства, экономического потенциала, а также и текущих геополитических раскладов. Уважаемые делегаты, впервые выступив инициатором широкого многостороннего общения по проблематике энергетической безопасности, почти 2 десятилетия назад Туркменистан исходил из необходимости придания этому процессу системного долгосрочного характера с опорой на международно-правовую базу. Время показало обоснованность и верность наших подходов. Представленные сегодня предложения являются предельно конкретными, нацеленными на практический результат и отдачу. Открытый по ним к самому тесному и предметному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами и готовы взять на себя инициативную роль Организации Объединенных Наций в проведении соответствующих консультаций и переговоров. Столь же практически и конструктивно Туркменистан подходит к климатической тематике. В этой связи подтверждаем полную и безусловную приверженность достижению целей Парижского соглашения по климату. Выступаем за начало совместных проектов в сфере зеленой энергетики по теме использования ветровой и солнечной энергии. Приступая к началу практического развития водородной энергетики в Туркменистане, на основе природного газа готовы работать по этому направлению в самом широком диапазоне и со всеми заинтересованными международными партнерами. В этой связи предлагаем инициативу создания глобальной программы перехода к водородной энергетике на десятилетний период, открытый к обсуждению с ООН модальностей разработки такого документа. Исходим из необходимости усиления регионального сотрудничества, активизации научных исследований и внедрения новых технологий. Вот в скором будущем в Ашхабаде начнет функционировать региональный центр ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Правительство Туркменистана окажет максимальное содействие этой новой структуре, обеспечить самые благоприятные условия для эффективного выполнения своих задач и целей. Что же касается еще одной темы нынешнего форума, это поддержки уязвимых регионов, в частности, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. То здесь позиция Туркменистана предельно ясна и принципиальна. Этой категории государств должен быть гарантирован равный и равноправный доступ к воде и более широком смысле к водным ресурсам, а также водным путям. Данный постулат выступает решающим условием не только политико-правового, но и морального порядка, с делом ответственности перед нынешними и будущими поколениями. В августе 2025 года в нашей стране состоялось важнейшее, я бы сказал, глобальное значимость событий. Это 3-е
конференций, организаций Объединенных Наций для развивающих стран, не имеющих выхода к морю. Принята на ней Авазинская декларация, получила статус официального документа Организации Объединенных Наций. В ней отражены основополагающие принципы и подходы, которые предстоит реализовать для обеспечения законных прав и потребностей десятков миллионов людей, проживающих в 44 государства. Решительно и настойчиво Туркменистан будет добиваться выполнения всех положений этого важнейшего документа. Рассчитываем на широкую международную поддержку и понимание. Вместе с ООН Туркменистан работает над реализацией целей устойчивого развития. Вот с опорой на принятые по инициативе нашей страны резолюции Генеральной Ассамблеи в области энергетической и экологической безопасности, транспортной связанности, защиты интересов развивающих стран без выхода к морю. По ряду других важнейших тем Туркменистан продолжит содействовать объединению многосторонних усилий, эффективной координации практических действий государств с ООН, ее специализированными органами, в частности, с ЮНИДО для решения этих всех поставленных задач. Именно под таким углом зрения рассматриваем направленность нынешнего форума и ожидаем от него принятия действенных, причем практических результатов. В завершении хотел бы выразить организаторам Международного Венского форума признательность за создание хорошие, благоприятные условия для работы, а его участникам успешной, плодотворной деятельности во имя реализации высоких идеалов и ценностей Организации Объединенных Наций. Благодарю за внимание. Şeýillikde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadaýymyň Wien forumuna beýan eden başlangyçlary ähli ekologiýa meselelerini çözmekde täze uğurlary kesgitläp, Türkmenistanyň energetika giňişliginde ygtybarly hyzmatlar hökümini iýileýän urny tasdiklady. Yurdumyz milli bähwitleri dünýäniň ekologiýa awadançylygy baradaky tagallarlar bilen sazyşykly utgaşdyryp, halkara energetika howpçylygynyň täze arhitekturasyny kemale getirmekde dürejlikli çemelişýänligini ýene-de bir gezek subut etdi.